Книга Дожидондок и Сергея Батоевых. История рода Бадмаевых, основоположников тибетской медицины в России. Глава 1. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Часть 7. По данным Жижи-Джабдаржиева, Юрия Цыбенова, по столице ходили слухи, что Петр Бадмаев лечил членов семьи Николая II, приближенных к нему особ. Архивные документы также подтверждают это. К услугам Петра Бадмаева обращались многочисленная высшая знать, министры, генералы, Григорий Распутин и многие другие. Лечил Бадмаев и царицу Александру Федоровну, ее детей. Далее по материалам Жигмет-Тумунова. Так в телеграмме царедворца Протопопова, ставшего впоследствии министром внутренних дел, говорилось: улучшения нет, похудел, ослабел, бывает тоска, пищеварение неправильно, что из ваших средств принимать, усердно прошу вашего совета. В другой записке, поданной несколько позднее, он сообщал: принимал 6 дней гарнак, срок зин, сон и самочувствие лучше. Прошу, пришлите гадырь, срок зин, гарнак. Телеграмма заканчивалась словами: не надо ли еще других трав для питья, и просьбой порекомендовать их. Петра Бадмаева хорошо знал и Максим Горький. Он просил его проведать заболевшую супругу писателя Всеволода Васильевича Иванова и оказать ей необходимую медицинскую помощь. По данным Жижи-Джабдаржиева, Петр Александрович лечил и Толстого. Тот писал, в свою очередь, Горькому: «Лечит меня Бадмаев, изумительный человек, умный и нежной души. Пью разные травы и настойки, медвежью желчь, тертых ящериц и прочие замечательные вещи. Второй день выхожу, но чувствую себя неважно. Вот что значит сердце. В ноябре написал пьесу, а сейчас трудно связать 2 фразы. Бадмаев говорит, что наладится». Полезная врачебная деятельность Петра Бадмаева, выразившаяся в излечении многих тысяч больных и получившая признание не только в Петербурге и других городах России, но и за границей, вынудила издателей включить его в русский универсальный энциклопедический словарь наравне с другими выдающимися личностями. В характеристике говорилось: лечит все болезни какими-то способами, им самим приготовленными порошками, а также травами. Несмотря на насмешки врачей, к Бадмаеву стекается огромное количество больных. По исследованиям Бориса Гусева, с 1886 по 1892 год обращались к нему пациенты не только центра России, а шли ходаки еще 70 губерний Российской империи. Петр Бадмаев являлся высококвалифицированным специалистом по тибетской формации. В справке о положении врачебной науки Тибета в России он подробно рассматривает происхождение, состав, приготовление и удобство лекарств, применяемых в тибетской медицине. Безусловно, Петру Александровичу приходилось собирать лекарственные травы, различные минералы, сырье животного происхождения и другие их компоненты со всего мира. Однако он прекрасно знал, где их найти и в какое именно время года. Ведь и сегодня тибетские врачи поступают таким же образом, как и Петр Бадмаев. Известный исследователь Жигмет-Тумунов написал, что, по его данным, экспериментально изучены 1200 лекарственных веществ аптеки тибетской медицины, и их действие проверено на здоровом и больном организмах.
Бадмаев указывал, что лекарственные вещества этой науки безвредны для употребления и не содержат в себе сильно действующих ядовитых веществ. Тем временем аптека в Песках города Санкт-Петербурга имела только 200 различных лекарственных веществ, поэтому Петр Бадмаев занимался закупкой и доставкой лекарственного сырья из других стран. В прошении на имя Финляндского сената 10 февраля 19 года он писал: «Благодаря моей деятельности врачебная наука монголо-тибетской медицины приобрела огромное количество последователей среди всего населения России во всех слоях общества, а также массу сторонников в Финляндии, Германии, Англии, Франции, Америке, на Кавказе, в Туркестане и Сибири до Владивостока и Николаевска». И далее: благодаря междоусобицам и отсутствию транспорта лекарственные вещества 3 царств – растительного, минерального и животного, привозимые мне из стран Монголии, Тибета, Кашемира, Индии и Китая, в данный момент приостановились. И я не знаю о судьбе моих агентов в этих районах, несмотря на то, что мною было выслано этим агентам около 100 тысяч рублей денег на покупку лекарства, доставить которое в настоящее время в Петербург не представляется возможным. Поэтому он просил Сенат разрешить проехать через Финляндию, так как этот путь считал более благоприятным. Дальше он предполагал верхом проехать через Кавказ по южному берегу Каспийского моря в Персию, через туркменские, киргизские, саратовские, калмыцкие степи в Монголию и Тибет, и, взяв там приготовленные лекарства, привезти их в Петербург караванным путем. Судьба этого широкого задуманного мероприятия по доставке лекарственного сырья неизвестна, так как нам не удалось обнаружить документы, подтверждающие положительное решение данного прошения. Наряду с успешной и напряженной врачебной деятельностью он вел активную научную работу по распространению и применению лучших достижений врачебной науки Тибета в русской медицинской практике. В этих целях он осуществил долгожданный перевод основного 4-томного трактата тибетской медицины Жучжи на русский язык, снабдив авторскими предисловиями оба его издания 1898 и 1903 года. В предисловии к первому изданию говорилось: «Весьма возможно, что большинство читающей публики редко приходится знакомиться с восточной литературой, особенно с научной, поэтому-то мы считали необходимым дать некоторые объяснения на предлагаемые ниже извлечения из сочинений Жучжи. Мы даем им название извлечения, потому что при изложении старались обойти молчанием все, что относится в Джучжи к буддизму, к мистике, оставив лишь то, что имеет прямое, по нашему мнению, отношение к врачебной науке Тибета. То есть я исключил из сочинений Джучжи все, что прилеплено к ней невежеством и суеверием лам-буддистов». Из сказанного становится очевидным, что Петр Бадмаев довольно критически изучил содержание данного трактата и перевел на русский язык только ту часть текста, которая действительно соответствовала научной истине и представляла практическую ценность в обоих системах медицины. В предисловии ко второму изданию Жучжи автор указывает, что лам, знающих врачебную науку Тибета, мало, и потому с ними европейцы не знакомятся, а знакомятся со множеством лам, выдающих себя
знатоками, что даже доктор Уайс не мог передать образованному миру о сущности врачебной науки Тибета. Эта наука сделается достоянием образованного мира только тогда, писал он, когда даровитые специалисты, европейцы, начнут изучать ее. Непременным условием изучения тибетской медицины, ее распространения и применения Петр Бадмаев считал знание не только тибетского, монгольского и бурятского языков, но и, безусловно, европейской медицины. Он мечтал о введении звания врач тибетской медицины, о чем внес предложение в правительство несколько позднее. По его замыслу, это звание могло бы быть присвоено только тем бурятам, которые, изучив монгольский, тибетский языки и врачебную науку Тибета, в то же время будут иметь диплом врачей в военно-медицинской академии или от университетов. Однако это предложение не нашло тогда соответствующей поддержки. По мысли Бадмаева, такое звание стимулировало бы изучение европейской и тибетской медицины даровитыми молодыми людьми и способствовало бы слиянию двух самостоятельно развивающихся медицинских наук Запада и Востока на благо страждущего человечества всего мира. С этой целью была создана в Петербурге специальная школа для бурятских детей. Ученики отбирались и направлялись сюда решением родоначальников и почетных инородцев ведомства Агинской степной думы. Снова приводим материалы Жигмет Тумунова. Так, многолетний опыт довольно успешного излечения больных методами и средствами тибетской медицины и изучения ее источников дали Петру Бадмаеву основание возбудить ходатайство перед правительством о легализации врачебной науки Тибета в России. В его докладной министру внутренних дел говорилось: представляя высшему высокопревосходительству справку относительно положения врачебной науки Тибета в России, имею честь доложить, что на Востоке эта наука составляет предмет поклонения, ибо она за время тысячелетия своего существования оказывала настоящую помощь больным целых поколений народов при тяжких страданиях, нередко спасая самую жизнь от преждевременной смерти, и тем заслужила бессмертное имя «дар жизни». И далее. Серьезное значение врачебной науки Тибета уже признано и утверждено в России массой людей, принадлежащих ко всем классам общества, которые испытали на себе силу и пользу этой науки. В подтверждение сказанного он сообщает, что за 1909 год мою амбулаторию посетили 35 179 раз, отпущено 47 008 порошков и выдано 203 различных лекарственных составов для излечения разнообразных болезней. Входящих и исходящих писем от больных было 4512, получено 2256 и столько же отправлено, которые присланы от 780 лиц из 250 городов и 96 сел и местечек, из 78 губерний и областей России, из Швейцарии, Турции, Италии, Германии, Сербии и Китая. Ссылаясь на свою небесполезную деятельность в интересах страждущего человечества и науки, он желал получить следующее разрешение. Первое. Организовать общество, способствующее скорейшему исследованию врачебной науки Тибета. Второе. Именоваться врачами тибетской медицины тем молодым людям, которые, изучив монгольские и тибетские языки и врачебную науку Тибета, в то же время окончат курсы военно-медицинской академии или медицинских
факультетов других университетов с дипломами врачей, предоставив им право практиковать по системе врачебной науки Тибета. И третье, до организации высочайше разрешенного общества, которое должно взять под свое руководство врачебную науку Тибета, оказать мне доверие. Эта записка с приложениями журнала регистрации посещения кабинета врачебной науки Тибета в Песках за 1909 год, справка о положении данной науки в России, письма от больных, полученные за этот год, была предоставлена министру внутренних дел 10 июля 1910 года. Он внес ее на рассмотрение и заключение медицинского совета Министерства внутренних дел. В ответе, врученному Петру Бадмаеву 11 января 2011 года, говорилось, что закрепить право государственности за тибетской медициной, предоставляющей собой не что иное, как сплетение зачаточной архаической науки с невежеством и суеверием, нельзя, а потому Совет признал ходатайство гражданина Бадмаева об узаконении права практики за лицами, врачующими по системе так называемой тибетской науки, не подлежащим удовлетворению. На этом мы закончим 7-ю часть. Продолжение следует.